Ассаламу алейкум. В эфире программа «Неделя». В студии Ислам Яшов, и вот о чем расскажем вам сегодня. Строительство участка дороги Р-217 в обход Гудермеса близится к завершению. На каком этапе работы в ходе инспекции проверил глава Чеченской Республики. Вопросы социального развития и туристической отрасли возьмут на особый контроль. С этой целью Чеченскую Республику посетила делегация Совета Федерации Федерального собрания. Вообще у республики очень огромный потенциал. Спасибо, что вы реально каждый день занимаетесь вовлеченно любыми проблемами республики и России в целом. Время прощения и милости. Наступает священный месяц Раджаб. Богословы призывают верующих совершать больше богоугодных дел и сторониться всего греховного. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Адам Шахидов. غازوة أحد بالخل بوش بالويدنا ويقوم وجري دال عالش بول إشة الله دال بركتي بوش بالشوف تولم ثانية ديرجي يولش زمن شوحة ديال يلشن أمة صلى الله عليه وسلم قبل إشة سابيرز بول إشة. По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего. Глава региона Рамзан Хаджи Кадыров в прямом эфире в социальных сетях рассказал о ходе специальной военной операции на Украине. Министр Чеченской Республики по национальной политике и внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев задал несколько вопросов, волнующих жителей страны. Руководитель региона заверил, что все цели СВО будут достигнуты в намеченные сроки. Недавно Рамзан Хаджи Кадыров ушел в оплачиваемый ежегодный отпуск. Это событие стало причиной большого количества слухов. Ахмед Дудаев лично поинтересовался у главы субъекта, где и как он проводит заслуженный отдых. Много слухов вокруг отпуска. Как, в принципе, вокруг любого заявления, любого действия с вашей стороны. Кто-то говорит, вы заболели. Ну как проходит отпуск? Отдыхаете? Насчет болезни, то каждый человек, должен умереть, то и болезнь, то тоже, не отменяли никто, так что и наш пророк саллаллаху алейхи заболел, и все остальные, приближенные Всевышнему болели разные болезни, поэтому у меня тяжелых болезней нет, но бывает гриппозное состояние, и то у меня очень хорошие антитела, тренируюсь, нормально чувствую себя, Ситуацию на фронте держит под личным контролем Рамзан Хаджи Кадыров. Командиры спецподразделений ежедневно предоставляют отчеты о выполнении боевых задач. По словам главы региона, каждый из них настоящий профессионал своего дела. Вы на связи с командирами, я полагаю. В то же время мы видим ежедневно каких-то командиров наших в соцсетях. Задерживают в плен, убивают, уничтожают. Все нормально с командирами? Каждый назначенный командир, он очень успешно справляется со своими заданиями, нет ни одного нарекания, все бойцы довольны, и мы в том числе, потому что в таких условиях они всегда проводили спецоперации у себя в городе или в районах, или в городах, лесных массивах. А на самом деле выехать из республики и проводить войсковую операцию очень сложно. Дальше было вначале, непонимание было, потому что мы с тяжелой артиллерией не работали, но сегодня все ребята успешно справляются, и прямо на бою, так скажем, участках проходили практику. Практика — это самое лучшее направление, чем теория. Поэтому сегодня можно сказать, что наши командиры закончили военные академии, академию МВД, других направлений. Поэтому я очень рад, что наши ребята сегодня справляются. Ответил глава региона и на вопрос о поставках вооружения в Украину. Снабжением занимается блок НАТО. Речь идет не только об амуниции, но и о тяжелой артиллерии. Рамзан Хаджи Кадыров выразил свое мнение на этот счет. Сегодня, мониторя различные СМИ, мы видим, что тема, по крайней мере, одна из самых обсуждаемых, это поставка тяжелого вооружения. Польша заявили о намерении передать танки с согласия Германии, если будет такое согласие. В других различных западных странах обсуждают. Правда, цифры такие скромные, 12, 14, 16
К чему может это привести, Рамзан? Поставка вот этого тяжелого вооружения. Вообще поставят ли такое количество? И даже если поставят, как это повлияет, на ваш взгляд? Техника, которую они выделяют, это уже старая техника, да, это негодная, да. Таких техник, да, России давно списали, да. Сегодня, да, война, да, вот, идет на новых технологиях. Говорят, новые модификации тоже будут. Ну, это По будет, крайней мере, говорят. но они должны списывать деньги, да, а кто будет их, да, проверять новые, не новые, да. Когда мы будем забирать, да, когда мы будем забирать технику, да, мы покажем, да, когда проверим, то на самом деле, да, новая техника, да, современная, оснащенная, да, или, да, старая техника без всяких, да, оснащений, да. Вот мы видим, как министр обороны подал, да, Германия отставку, другой министр подал отставку, да. Из-за чего они дают отставку? Из-за того, что у них будет срыв, у них не будет возможности, да, обеспечить внутри себя безопасность, да. Потому что у них сил средств забирают все, да, под, да, так скажем, эгидой, да, Америки, да, под его влиянием, да, забирают все средства, да, и направляют на территорию, да, Украины, да, против Российской Федерации. Да. Поэтому то, что они там направят там 100 танков, да, или 100 бронетехники, да, ход операции, да, не поменяет, да, стратегические, да, военная техника сделает свое дело, да, как и делает сегодня. Да. Тема мобилизации также не осталась в стороне. Важно здраво оценивать ситуацию и быть готовым защитить свое отечество, отмечает Рамзан Хаджи Кадыров. Он также рассказал о подготовке добровольцев. Вообще такая дежурная тема. Это регулярно все обсуждают, регулярно все говорят, что возможно будет вторая волна, возможно будет масштабная, массовая, не частичная мобилизация. Кто-то говорит, уже идет мобилизация. Президент в то же время говорит, никакой необходимости говорить о мобилизации нету. Даже те же руководители военных служб с Украины, они давали даже конкретную дату, что 9 января, 8 января начнется мобилизация. И в интернете очень сильно обсуждается, что большая часть населения недовольна, да, может выступить там с какими-то протестами. То есть вот эта тема, она вот такая ходовая, обсуждается всегда. Что вы можете сказать вообще по этому поводу? Мы сегодня отправили 200 бойцов, и они из разных регионов Российской Федерации, разные национальности, разные вероисповедания. Мы сегодня отправляем 200 человек. Еще обучаются под 100 человек. Но каждый день приезжает по 35, по 40, 50 разных количество людей. И мы их полностью обучаем, оснащаем полностью, все необходимое. В начальном этапе, последующем его там они входят в отряд спецназ Ахмат. То, что кто-то говорит там и беспокоится, мужское население, если они боятся идти защищать свою семью, свою религию, свои ценности национальные, традиционные, то это он никто, он как будет смотреть в глаза своей маме, сестер. Я считаю, что мусульмане со всего мира, им сегодня так повезло, что есть Россия. Почему они молчат, почему не участвуют во всех государствах европейских, там, где большинство живут, там сегодня, можно сказать, мусульмане, почему молчат, почему им сегодня не радостно, что тех людей, которые сегодня убивали нас живыми, сжигая Кораны, рисуя нашего пророка в таком виде, и сегодня мы с радостью участвуем, и даже разных государств говорят, что у России нет сил, средств, России не хватит сил, средств, чтобы выиграть борьбу. Что вот на исходе. На исходе все нет. Наоборот, Россия наращивает силу, Россия наращивает сил, средств, переоборудовать все заводы, выпускает новые техники, танки, бронетехнику, бронированные машины разного вида, боеприпасы. Введенные против России санкции ничем не угрожают стране, подчеркивает лидер субъекта. То, что весь мир стал сегодня, объединился против России, вот этот акцент спикеры всегда говорят, что весь мир сегодня стал против России, объединился, то есть это неправда. Какие государства европейские, Литва, или Франция, сколько там населения, сколько там военной, так сказать, промышленности. То есть как регионы? Да, они как иначе регионы, поэтому, потому что у них даже нету то, что у нас есть. У них нет людей, которые идейно готовы сегодня ради того, чтобы уничтожить это сатанизм, готовы умереть. Поэтому абсолютно они погоду не делают. И те государства, которые им сегодня плохо без России.
они сами через разные государства лезут сюда, хотят строить свои, развивать свои компании, производство. Рамзан Хаджи Кадыров твердо уверен в победе России над нацистами. Для этого будут приложены все усилия, добавил он. Ислам Ершов, Аслан Висхаев при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». На этой неделе Чеченскую Республику посетила делегация Совета Федерации во главе с первым вице-спикером Андреем Яцкиным. В рамках двухдневного визита гости изучили некоторые проблемы региона и обсудили их на большом совещании с членами правительства, которое прошло в Ведучи. Также им показали, как проходит подготовка добровольцев в Российском университете спецназа в Гудурмесе. Своими впечатлениями Яцкин и другие члены делегации поделились с Рамзаном Хаджи Кадыровым, который устроил гостям радушный прием. Подробности в следующем сюжете. Делегация Совета Федерации во главе с первым вице-спикером Андреем Яцкиным прибывает в Грозненский аэропорт. Здесь гостей встречают высокопоставленные лица региона. Свой визит делегаты начинают с посещения мемориального комплекса славы имени Ахмата Хаджи Кадырова. Здесь они возложили цветы и почтили память первого президента Чеченской Республики. Андрей Яцкин отметил выдающиеся заслуги Ахмата Хаджи Кадырова перед республикой и страной. Я хочу сказать, что визит делегации Совета Федерации приурочен к поручению председателя Совета Федерации Матвиенко Валентины Ивановны о том, что рабочий год, 2023 год, начать в Чеченской Республике. В соответствии с планом мы здесь проводим выездное совещание 4 комитетов Совета Федерации. И, естественно, наш рабочий визит начинаем с посещения памятного комплекса, посвященного Ахмату Хаджи Кадырову, герою Российской Федерации. Это наша честь. Мы отдаем дань памяти первому президенту, главе Республики Чеченской Республики, который создавал текущее состояние, которое современный город, современная республика. Далее делегация посетила филиал 412-го военного госпиталя Министерства обороны России, который базируется в Ханкале. Здесь проходит лечение военнослужащие, участвующие в СВО. Гости вместе с министром здравоохранения региона Сулейманом Ларсановым навестили раненых бойцов, а после вручили им награды за проявленные мужество и героизм. Указом президента Российской Федерации номер 764 от 24 октября за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить медалью Суворова старшего лейтенанта Пономарева Алексея Валерьевича. Алексей Валерьевич, указ президента приведен в исполнение. Служу России. Так держать. Молодец. Спасибо. Спасибо. Поздравляю. Следующее место визита делегации – центральная районная больница Нажаюртовского района. Здесь гости пообщались с работниками медучреждения и обсудили планы развития функционала имеющихся отделений. Ситуация в больнице не совсем простая. Сложная местность, оползневый характер, высокая сейсмоопасность. Поэтому, конечно, мы сейчас рассматриваем вопрос при помощи Совета Федерации, при помощи Министерства здравоохранения Чеченской Республики, возможности строительства нового объекта здравоохранения. И здесь все будет зависеть от нашей совместной слаженной работы. Надеюсь, что результат будет положительным. Следом они посетили фельдшерско-акушерский пункт села Алирой, в котором в 2012 году случился пожар. Здесь 2 уцелевших кабинета и 3 работающих сотрудника. Данную проблему также было решено устранить. Побывала делегация и в Российском университете спецназа в Гудермесе. Здесь для гостей устроили экскурсию по военному объекту. Члены делегации побывали в аэродинамическом комплексе, посмотрели показательное выступление с участием бойцов СОБР и, конечно, не упустили возможность пострелять. Хороший сплит. Гостей принял глава Чеченской Республики. Рамзан Хаджи Кадыров тепло поприветствовал членов делегации. На встрече первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин поделился своими впечатлениями о регионе и отметил высокий вклад Ахмата Хаджи Кадырова в его развитии. Да, честь, Рамзан Ахматович, если позволите сказать, что, во-первых, мы вчера по прибытии сразу прибыли комплексу, памятному комплексу, посвященному Ахмату Хаджи Кадырову. Конечно же, для нас впечатлило, и мы считаем за честь почтить дань этого уважаемого человека республики. Это мой первый визит в республику. И я считаю, что любая работа должна начинаться с посещения этого объекта. Этот человек очень много сделал, и его плоды видно уже сейчас, созданы вашими руками, вашей командой. Спасибо большое, мы отдаем отчет. Вообще у республики очень огромный потенциал. Спасибо, что вы реально каждый день занимаетесь вовлеченно любыми проблемами республики и России в целом, на самом деле. То, что вы сегодня делаете для специальной военной операции, вся страна знает.
Большое вам спасибо. Глава региона вспомнил тяжелые годы в период военных кампаний и отметил, что сегодня нужно сделать все возможное для мирной жизни будущих поколений. Стараемся служить вере и правде, да. Потому что другого у нас нет, да. Да. Те, кто там думают, что сбежали, да, и после этого, да, они, да, оставят родину, да. Ошибаются все равно. Если мы сегодня не закончим там, да, не наведем порядок, то это останется для наших детей, да. Это правда. Да, это правда. Сегодня я говорю всем, да, команде, да. Мы сегодня можем, да, обеспечить безопасность, мы знаем, как управлять, да. Все мы знаем, да. А наши дети, да, не будут знать, да. Они не почувствовали то, что мы, да, прошли, да. И у меня детства вообще не было, да. Молодость не помню, да, уже полвека прожил, да. Думал, да, все завтра будет хорошо, да. И так, да, каждый день завтра будет легче, да, завтра будет, да, поспокойнее, да. Вот это завтра не наступает, да. Вот молодыми, да, мы его назначали, да, когда в районе, да, в пенсионном фонде района Ленинском, да, взрывали, нападали, там, все делали, да, для того, чтобы его оттуда, да, выдворить, да. Потом город, потом республику, да, так, да. Сегодня, да, он работает, два брата, да, вот они все, да, вот так. Ну и так все прошли, да, все это, да. Благодаря президенту страны, да, Путину Владимировичу, да, Ахмаду Хаджи Кадырову, определили, да, направление, путь, да. И вот так мы начали строить республику, да. Очень сложно было, но сейчас он приятно, когда люди такого уровня приезжают, да, и говорят теплые слова, да. Думаешь, что как-то где-то, да, участие есть твое тоже, да. Безусловно. Радуюсь, да. Здесь же Рамзан Хаджи Кадыров и гости обменялись памятными подарками. Глава региона пожелал делегатам успешной и плодотворной работы и передал слова благодарности председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко за постоянную поддержку в решении проблемных вопросов республики. Абдулла Батаев, Висхан Даудов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Рамзан Хаджи Кадыров проверил ход строительства третьей, завершающей очереди дороги Р-217 в обход Гудермеса. В инспекции его сопровождали вице-премьер-министр автомобильных дорог республики, а также руководитель администрации главы и правительства Галас Таймасханов. Они рассказали ему обо всех деталях объекта. Современная и комфортная дорога значительно разгрузит другие маршруты от транзитного транспорта, а также повысит уровень безопасности всех участников дорожного движения. Кроме того, новый транспортный узел будет оснащен дополнительной развязкой вблизи Ахмат-Юрта. порядка 500 метров дыхания, что будет хайори. Теперь сама хреда. Арвин талоне, арбу толдас бьючи войне. Где-то порядка 1 километра. И потяж алойши. Давах бьешь гена дыха. А низко будет бьючко. Также глава региона побывал на месте, где в будущем предполагается строительство еще одной объездной дороги, но уже с северной стороны Гудермеса. Реализация проекта позволит направить транзитный транспортный поток с федеральной дороги Р-217, минуя город, в сторону Шелковского района. Примерно o istiol hausdurchla est ial wa o da Комсомольский est jetzt wird schon günstig istiol биарным заводе давалока ох да будет железные дороги та путепровод есть диа са шитейду тилдиш а сунжин тейду из доктор доршту цулсиам канал шна ist Сунжи да habe ich gerade gesehen. Сунж до вахду что на ПМК-8 вахует метка, вот имеет диадорштей, дух борный диадорштей. Это иал арбулар.
أنا تغن قان خير دوشم دات يتقعد دق خارجية دري ورشوف جو مرورنا تخيلتي أربع كل بوي تقدم سين اشتكلت سوخلر أهين دان مامينت إباسو كوشيو دومت دروش بيو شو بيوش بوش نو ويدا بلني سيول شو دي كم سمولسكي بيوش نو أو قليات أي ميتريه ماشيين شو يجرجوني كش مصو شيء شغل حما بوي شلون أجو أحيس لوش قاعد يدق أجو هذاك هر بيروني أبغى متان باهر واشتو يشنا Ну, я пойду вам работал бизнес. هوش проект В Ахмат-Юрте прошел турнир по дзюдо. В нем приняли участие хафизы из 7 школ со всех уголков республики. Победители и призеры соревнования получили медали и кубки. Спортивное мероприятие проводится ежегодно и приурочено ко дню рождения Хамзата Кадырова. Подробнее в следующем материале. В одном спортивном зале собрались сотни хафизов со всех уголков республики. Повод для такого события не совсем обычный. Юные мутаалимы будут соревноваться в турнире по дзюдо. Спортивное мероприятие начинается с восхвалением Всевышнего и его посланника. Да благословит его Аллах и приветствует. Девятый ежегодный турнир по дзюдо, приуроченный ко дню рождения Хамзата Кадырова, собрал юных бойцов из 7 школ хафизов. По традициям данного вида спорта от каждой команды выступают 5 участников разных весовых категорий. Первыми на татами выходят команды из Урус-Мартановской и Гудельмецкой школы хафизов. Бойцы слышат команду хаджимы от арбитра, и раунд начинается. Каждая схватка волнительная и для участников, и для зрителей. В дзюдо разрешены броски и удушающие приемы. Болевые захваты можно проводить только на руки противника. Каждый участник стремится услышать от арбитра команду «Иппон», означающую полную победу над противником. Первую победу одержала школа хафизов из Урус-Мартана. На финал прошли команды Грозненской и Ахмат-Юртовской школы хафизов. Пройдя равный путь со счетом 2-2, финальную схватку забирает мутаалим из Ахмат-Юртовской школы и приводит свою команду к победе. Наградили также всех участников турнира: Мухаммад Жумалейла, Малик Мурзаев, Магомед Чакаев. Неделя. 4 новые школы строятся в Аргунском городском округе. По завершении строительства они смогут принять более 2500 учащихся. Завершить работы планируют к концу лета текущего года. Это поможет серьезно продвинуться в решении проблемы трехсменного обучения. Сюжет Седы Хасиевой. Анжела Чамаева живет в поселке Примыкания города Аргуна около 20 лет. Своих детей ей приходилось отправлять на учебу за несколько километров. Теперь таких проблем не будет. В поселке строится новая современная школа. Yurttaşvart berişdi. Tabeş hiç şkolşklilşdir. Yurtar aradülş. Hint tabeş ta yurttaxirdu. Ton halxaxirdu. Get şkolxalar yurtjimela ton üyşirqir. Новое учебное заведение рассчитано на 120 мест. Здесь будет просторный спортзал, столовая, актовый зал и библиотека. Во дворе школы появится футбольное поле. Рядом будет размещаться многофункциональная спортивная площадка, поэтому учащиеся смогут развивать и умственные, и физические способности. Строительство началось в сентябре прошлого года. За 4 месяца проделано 40% от всех работ. Первый этаж практически готов, а к началу нового учебного года школа будет готова к открытию. Работа очень хорошо идет.
И начальство нас хорошо обеспечивает, все идет очень хорошо. Но правда, чуть погода мешает, остальное все нормально. Строительные работы ведутся в рамках федеральной программы повышения сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории городского округа. Вообще берж, две школы, юрт хал жим юртерер, школа холло жокко холла, хинца Рамзан дахина, Рамзан срочно, выпачай. Школа я ладил дала, материал массом таял шо, на зарплат шло, бригад шо. В Аргуне строится еще одна школа. Она рассчитана на 1000 мест и будет считаться самой большой в городе. Возведение трехэтажного учебного заведения началось летом 2022 года. Здесь 4 корпуса, 2 из которых учебных, 2 спортзала, бассейн и кабинеты для кружковой деятельности. Есть программа по республике от главы, чтобы ликвидировать двухсменку, трехсменку, в одну смену перевести детей, потому что в зимнее время до 6 до 7 дети учатся, и очень неудобно им добираться домой, и родителям, что все время беспокоятся. Одну сменку до обеда будут дети учиться. Школы возводятся и в других населенных пунктах Аргунского городского округа – Бердыкель и Чечен-Аул. Большинство из них будут готовы к концу августа. Всего же в 2023 году планируется построить 25 школ и провести капитальный ремонт в 76 среднеобразовательных учреждениях республики. Седа Хасиева, Адам Яхяев, Аслан Висхаев. Неделя. В Итумкали состоялось совещание по вопросам развития района. В нем приняли участие представители администрации главы правительства, а также различных министерств и ведомств региона. В ходе встречи глава администрации района Ибрагим Бурсагов поделился существующими проблемами муниципалитета. Самые приоритетные из них – нехватка учебных мест в школах и детсадах, а также отсутствие районной больницы с круглосуточным дежурством. На встрече отметили, что работа по устранению этих проблем начнется незамедлительно. Район Тибош был нехцахелари, версиматали безопасности эрдовойцун, нехцане было и цахелари тахановой районе бере бешмешках квалтел дол халли так школы хавай дол что халли школа берешна метик качем бол что сахелари детиновой так тахановой районе участковой больницы итметига эрдовойцуна не у нас стационар элла так тига бюсина дина круглосуточно было баше тхайн метиги езера так круглосуточно было баше чоха тхайн лори везер ишта тхан его проша астамбина оха. Запуск проекта «На защите своего Отечества» обсудили в Министерстве Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Он направлен на ознакомление молодежи с подвигами современных героев Родины. Планируется организовать передвижные выставки «Герои СВО» с отдельными стендами для каждого воина, отличившегося во время проведения спецоперации, и бойцов, награжденных государственными наградами. Выставка пройдет в Грозном, Гудермесе, Аргуне и в 10 муниципальных районах Чеченской Республики. Реализуется проект за счет грантовых средств президентского фонда культурных инициатив. Это одна из центральных, вообще центральная тема, главная, генеральная тема для всех СМИ в республике на этот год, СВО и участники СВО. В этом контексте болен он война там уж было сега поступ чините героический, я же силовой блок представитель шоу ежедневно майральный шайк. Сдаем молох, журналист я пишется горч. Полцара сомнений, так сега было, я считаю, любое сомнение. А он настолько глагол, воодушевить, вот уверенность, настроя сега на передовой бой. Будут организованы культурно-просветительские экскурсии для 2600 школьников и студентов. Благодаря стендам они смогут не только узнать о подвигах героев, но и увидеть фотографии, снятые в местах прохождения службы. Наш долг рассказывать о наших современных героях молодежи, чтобы наша молодежь, да и в целом и за пределами республики знали о наших героях, о подвигах наших воинов, наших братьев. Это также мы все знаем, что мы проводим работу по освящению посмертных подвигов героев нашего народа. Это в первую очередь первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров, и тысячи сынов, которые отдали свои жизни ради мира и
процветания и благополучия на нашей родной земле. В республике проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. В ней приняли участие ученики с 9 по 11 классы. Конкурс проводится по 23 предметам. Ребятам предстоит пройти различные тесты, как письменные, так и устные. Задания разработаны центральными предметно-методическими комиссиями. Испытания проходят на базе республиканского комплекса общего и дополнительного образования «Квант». Подготовка к олимпиаде шла поэтапно. Готовилась я долго. Посматривал задания. Пришлось сталкиваться с некоторыми трудностями, но благодаря моим учителям, которые готовили меня, занимались со мной, я смогла успешно подготовиться. После подведения итогов региональной олимпиады будут определены финалисты. Они представят Чеченскую Республику на заключительном этапе. Ребенок сразу, как только попадает в региональный этап и выигрывает региональный этап, этот ребенок попадает в банк данных, федеральный банк данных одаренных детей. То есть он уже считается ребенок одаренный. Это один признак успешности, показывает успешность ребенка. И также, если на федеральном уровне будет ребенок участвовать и выиграть федеральный уровень, то есть ребенок автоматически получает дополнительные баллы поступления в любые вузы Российской Федерации. В Грозном прошел круглый стол. Место и роль исламского фактора в политической жизни чеченского народа. История и современность. В актовом зале комплексного научно-исследовательского института имени Хамзата Ибрагимова выступили историки с докладами. Они говорили о влиянии ислама на политическую и общественную жизнь чеченского народа. Мероприятие приурочили к столетию съезда чеченского народа в марте 1923 года, где был провозглашен декрет об образовании Чеченской автономной области. Начиная с шейха Мансура, от Бейбулата, Таймиева, движения, освободительных движений под их руководством, исламская религия всегда выступала в прогрессивной роли. Ни при Мансуре, ни Бейбулате, Таймиеве и позже никогда ислам не призывал к войне с другими народами, к войне с Россией. Наоборот, они говорили о равенстве всех народов, об необходимости уважительного отношения к каждому народу, каждой единобожной религии. В Саудовской Аравии отмечают китайский Новый год, а в Татарстане перевыпустили копию уникального издания Корана. Об этих и других новостях из мира мусульман в нашей традиционной рубрике «Умма». Жителям американского города Хэмптринг разрешили ритуальное закалывание животных на территории домовладений. Такое одобрение дала администрация города. В 2022 году членами городского совета стали исключительно мусульмане. Во многих других городах США забой животных разрешен только в специально отведенных для этого местах. Арабская мусульманка Асира Авад в свои 29 лет достигла огромных результатов в сфере медицины. Она создала несколько новых технологий в области фармацевтики, одной из которых печать на 3D-принтере лекарств в удобной для пациента форме. С 2022 года она является научным сотрудником Британского института, получив признание восходящей звезды. По ее собственным словам, она направила все свои силы для помощи людям. Саудовская Аравия решила провести китайский Новый год. В городе Эр-Рияде начались праздничные мероприятия. Был открыт специальный павильон. Празднество посетили послы КНР и Таиланда. По заявлению руководства страны, такая инициатива способствует культурному обмену и укреплению дружественных связей. Копии всемирно известного издания главной книги мусульман перевыпустили в Татарстане. Это первый печатный Коран Казани, получивший богословское признание в мусульманском мире и отвечающий специальному стандарту. Также он вошел в историю благодаря уникальному типографскому шрифту, который сохранили и в новой печати. Общее количество составило 3000 экземпляров. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. 23 января наступит один из 4 запретных и священных месяцев в исламе – Раджаб. Время, когда мусульмане проявляют больше усердия в молитвах, соблюдении постов и чаще поминают Всевышнего. Само название Раджаб образовано от слова «ар-руджуб», что означает «возвеличивание». Именно в нем Всевышний Аллах перенес пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, из Мекки в Иерусалим, после чего посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был вознесен на небеса. Рajab batahudez do elch uggar halq uggar doqdarga dal haram din chumdaqlar laway qin hurmatta lardiash aqatsut yahu amal غير ارتياع elcha masala marx qabar
سيلح يزعملو ديليلشنو عليه الصلاة والسلام رجب بطاحة دقق دول دين وشمارنش كوبر ألدو أقا رجب بطاحت ومار سنة مارنش دوش مارنش كوب شلا شعبان بطاحت ومار كوب شلا رمضان مارخ بوتا إذا برز مارخدو دين أمتنا تدلن سنديلا سنة مارقابرنت أحسمو يزوي. На этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей.